Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Сергей Азимин. Здравствуйте. 10-14 июля текущего года парламентская делегация Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан во главе с председателем Маджлиси Намояндагон Махмад Тоиром Зокирзода по приглашению председателя Совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ Валентины Матвиенко, находясь в Санкт-Петербурге, Российской Федерации, приняла участие на заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ и в работе 10-го парламентского форума БРИКС. 10-14 июля текущего года парламентская делегация Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан во главе с председателем Маджлиси Намояндагон Махмад Тоиром Зокирзода, находясь в Санкт-Петербурге, Российской Федерации, приняла участие в работе 10-го парламентского форума БРИКС, состоявшегося под руководством председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко. Выступая перед участниками 10-го парламентского форума БРИКС, президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, чрезвычайно важна тема сегодняшнего форума – роль парламента в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Затем в рамках председательства России в БРИКС форум продолжил свою работу. В продолжении работы состоялось первое пленарное заседание парламента в расширенном составе с участием представителей парламентских делегаций стран-членов БРИКС, приглашенных государств и межпарламентских организаций. Оно было посвящено роли парламента в повышении эффективности системы международных отношений и обеспечении ее демократизации. Также состоялось пленарное заседание форума в расширенном составе участников, которые обсудили роль парламента в противодействии раздробленности многосторонней торговой системы и устранении угроз, связанных с последствиями мировых кризисов. Межпарламентское сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах стало третьей темой пленарного заседания в расширенном составе. Следует отметить, что форум прошел в новом расширенном формате с участием руководителей парламентов государств-членов БРИКС, а также представителей международных и региональных парламентских организаций Содружества независимых государств. Также парламентская делегация страны во главе с председателем Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмад Тоиром Зокирзода приняла участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи государств-членов СНГ. Заседание состоялось под руководством председателя Совета Межпарламентской ассамблеи государств-членов Содружества независимых государств, председателя Совета Федерации и Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко. В нем также приняли участие руководители парламентов Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. На заседании был принят важный документ «Положение о статусе наблюдателя в Межпарламентской ассамблее государств-членов Содружества независимых государств». Вопрос укрепления парламентского сотрудничества между Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан и Маджлисом Исламского совета Исламской Республики Иран был обсужден на встрече председателя Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмад Тоира Зокирзода с председателем Маджлиса Исламского совета Исламской Республики Иран Мухаммадом Бокиром Калибофом. На встрече было отмечено, что между Маджлиси Намояндагон и Маджлисом Исламского совета Ирана функционирует межпарламентская группа дружбы, которая играет важную роль в укреплении межпарламентских связей обоих государств. К другим темам. Государственная независимость для нас, таджиков, является самым священным достижением, и мы ее ставим выше всех других ценностей. Мир, стабильность, национальное согласие и государственная независимость позволили нам пристально взглянуть на нашу прошлую историю, проникнуть в самые истоки древней цивилизации таджиков для того, чтобы плодотворно использовать культурные ценности наших предков во имя укрепления в нашем народе духа патриотизма, самосознания и национальной гордости. Солидарность, единство, патриотизм и трудолюбие всех жителей Таджикистана – это бесценное богатство, вдохновляющее и придающее всем нам силы. Народ Таджикистана направляет все свои возможности и усилия на благоустройство и процветание Родины. Сегодня мы видим, что облик нашей страны коренным образом преобразился, начиная с ее столицы, города Душанбе, и до самых отдаленных селений. Меня зовут Марк Андерсон. В США мне очень приятно здесь быть. Очень хорошее, очень доброе гостеприимство. Видно, что очень много студентов здесь уже. Видно, что люди интересуются в образовании. Да, мне очень приятно здесь. Очень красиво. Я
Признаюсь, я приехал только несколько часов назад, я еще мало видел, но я видел горы с самолета, и я вижу сейчас, и очень красиво, и люди тоже очень гостеприимные, очень добрые. Очень прекрасно. Это мой первый раз тут, но мне нравится. Таджикистан удивительно красивая страна, а люди здесь радушные и гостеприимные. Мне очень понравился город Душанбе, утопающий в цветах и зеленых насаждениях. Душанбе – зеленый город. Здесь созданы комфортные условия для проживания граждан и отдыха туристов. Государственная независимость создала условия для достижения значительных успехов во всех сферах жизни общества. Государственная независимость – это начало совершенно новой эпохи в истории таджикской государственности, новый этап формирования нашего национального менталитета. Независимость и свобода являются предметом гордости и чести нашего народа, благодаря чему мы более 3 десятилетий неустанно трудимся на благо процветания нашей Родины. В последнее время, благодаря созидательным инициативам и начинаниям руководства исполнительного органа государственной власти города Душанбе, патриотическим усилиям гордо настроенных специалистов и предпринимателей страны, таджикских строителей, расширено строительство промышленных предприятий, социальных учреждений, современных дорог и мостов, спортивных объектов, современных парков и скверов, центров обслуживания в столице страны. Все успехи Таджикистана прежде всего достигнуты благодаря независимости и свободе, миру и спокойствию, политической стабильности и национальному единству. Жители страны прилагают усилия, чтобы сделать нашу историческую землю еще более процветающей и красивой. Нашим единством и коллективными усилиями мобилизовать все наши возможности для развития и подъема его авторитета на международной арене. Благодаря усилиям и стараниям лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, а также постоянным усилиям благородного народа страны, в стране наблюдается стремительный прогресс. Изо дня в день Таджикистан становится процветающим, красивым и развитым. По всей стране строятся дороги и тоннели, малые и крупные гидроэлектростанции, высотные жилые дома, современные школы, создаются новые рабочие места. Мировое сообщество поддерживает глобальные инициативы главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона. Повышается международный авторитет нашего суверенного государства. Признание и принятие резолюций, связанных с инициативами по водным и климатическим вопросам на мировой арене, положительно влияют на повышение имиджа Таджикистана и направлены на решение глобальных проблем. Наряду с этим инициативы Таджикистана по сохранению водных ресурсов, предотвращению таяния ледников в процессе изменения климата и обеспечению экологической безопасности региона очень важны для жизни человечества. В государственном природном заказнике Соевота имеются природные целебные источники, высокие заснеженные вершины, чистейший горный воздух с легким ароматом можжевеловых рощ и лекарственных растений. А также там сохранились реликтовые тугайные леса с редкими видами растений и животных. Зумрат Файзиева, продолжите. Государственный природный заказник Соевота Айнинского района Сагдийской области – одно из живописных мест Таджикистана с необычайно редкой и уникальной экосистемой. Этот удивительно интересный, богатый флорой и фауной заказник расположен на севере Республики Таджикистан на берегу реки Зеравшан в объятиях Фанских гор. Природный заказник, являющийся одной из туристических достопримечательностей для любителей природы и исследователей в области медицины и лекарственных растений, является ключевым в сфере научных исследований ученых в области окружающей среды и экологической ситуации Центральноазиатского региона, предоставивших множество научных исследований по экосистеме региона. Здесь имеются природные целебные источники, высокие заснеженные вершины, чистейший горный воздух с легким ароматом можжевеловых рощ и лекарственных растений. В настоящее время заказник Соевота является одним из ключевых природных территорий, где сохранились заросли реликтовых тугайных лесов с редкими видами растений и животных. Арчевники, возраст которых исчисляется от 1000 до 2000 лет, имеют огромное хозяйственное значение.
Они хорошо удерживают почвенную влагу, защищают горные склоны от эрозии, имеют эстетическое и оздоровительное значение, так как очищают воздух, насыщают его кислородом и ароматическими маслами. Однако с течением времени из-за усиления антропогенного воздействия возникла большая опасность для существования уникальных реликтовых растений и экосистемы этого региона. Именно поэтому соответствующие органы и должностные лица лесной и природоохранной деятельности страны должны добросовестно выполнять свои обязанности в сфере охраны биоразнообразия и проводить просветительские работы в этом направлении. Каждый гражданин страны не должен оставаться равнодушным к охране окружающей среды и природных ресурсов Таджикистана, поскольку защита и уважение прекрасной природы Таджикистана – это также защита Родины. В настоящее время уникальные деревья, кустарники и цветы, которые можно увидеть в Суи-Вота, являются прекрасной площадкой для проведения научных и исследовательских работ, сбора лекарственных растений и местом для экологического туризма. Рациональное использование природных ресурсов позволяет достойно представить уникальную природу Таджикистана в мире. Для защиты уникальной экосистемы этого природного заказника целесообразно преобразовать его в заповедник. Зумрат Файзиева, Дишоди Хушбах, новости. Используя научный подход к осуществлению посева сельскохозяйственных культур и эффективное использование каждой пяди земли обеспечивает изобилие и увеличение производства. Труженики хозяйства Турсунзаде внедрили выращивание лаванды на образцовых землях и тем самым получают прибыль и обеспечивают местных жителей рабочими местами. Лавандовые поля у всех ассоциируются с Францией, но эти кадры сняты в Таджикистане, на полях фермерского хозяйства Муроджон-Ота в Турсунзаде. Саженцы лаванды завезли из Турции и посадили на 3 гектарах земли. Для выращивания лаванды в Таджикистане имеются все условия, подходящий климат, а самое главное, лаванда не требует много воды и ухода. Лаванда – многолетняя засухоустойчивая культура, которая может выращиваться на бедной почве, на склонах холмов, где раньше ничего не росло. Лаванда цветет лишь 1 месяц в году, и за этот месяц нужно собрать весь урожай. Местные цветоводы срывают соцветия, но не затрагивают стебель, чтобы растение вновь расцвело в следующем году. Из лаванды получают эфирное масло, которое используется в медицине и парфюмерии. Таким образом, выращивая лаванду на бросовых землях, фермеры получают прибыль и обеспечивают местных жителей рабочими местами. Мы за 1 день сбора лаванды получаем 55 самани. Я рада, что у нас есть возможность заработать, и это очень легкая работа и пахнет приятно. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.